Владислав Грицактын кара күнлері Крым Русияге кошулганнан башланды. 2014 senesi sentябрдын 10-unda Крым самооборонасынын векиллери Yarımada'da faaliyet göstergen en büyük nakliye şirketini zapt ettiler. Krım Avtotrans'ın erkanına 64 avtostansiya ve avtovokzal kirmekte. Ağımdaki sene fevral ayında Krım Avtotrans'ın şimdiki yol başçısı Semyonov'un arizası esasında Gritsak'a karşı cinayi iş açıldı ve onu yakaladılar. Adliyeci Jan Zapruta'nın sözlerine göre cinayi işinin açılığı birçok hata ve kaydı bozullarını geçti. С первого дня я лично обжалую действия следователей по возбуждению самого уголовного дела. Потому что в соответствии с процессуальным законодательством это уголовное дело может быть возбуждено только по заявлению самого руководителя, то есть самого Грицака. Однако он таких заявлений не подавал, а заявление было подано лицом, которое фактически принимало участие в захвате самого предприятия. Zapruta'nın kaydetkenine göre çeşit seviyedeki mahkeme ve prokuratura Cinayi Prosessual Kodeksinin bozulgularına riayet etmeyler. Buna beraber cinayi iş açıluf sebebi de belirlenmedi. Çünkü şirketke getirilgen zarar tazıqanılmadı. Zarar hakkında aytacak olsak, aslında akılga yetmegen vaziyetten karşılaşasın. Çünkü Gritsak reber olarak özüne zarar getirmez edi. Несмотря на все вот эти недочеты, уголовное дело есть. Более того, Грицак находится в следственном изоляторе, хотя по практике арестов за такую статью в Российской Федерации даже практически не применяют арест. Достаточно подписки даже о невыезде. Я не могу делать выводы зачем, но абсолютно уверен, что это kому-то выгодно. Umumen alganda taqqatın malumatında bir çox anlaşılmamazlıklar mevcut. Onlardan biri sanki Gritsak taqqattan çetleşmek için Yunanistan'ın Afini şehrinde saklana eken. Lakin bunu tasdiqlagan vesikalar elde etilmedi. Мы предоставляли паспорт, прямое доказательство тому, что ни в каких Афинах он не был. Чтобы попасть в Афины, как минимум нужна шенгенская виза. Шенгена ни мультивизы, ни короткосрочной визы у него не было. И в настоящий момент нет. Второго паспорта загран у него нет. Российский загранпаспорт он еще не получал, потому что не успел. Это первый момент. Следователь и оперуполномоченный достоверно знали, что мой муж находится в Москве, потому что они неоднократно ему звонили. Более того, при телефонных разговорах они ни разу не уведомили его о том, что заведено уголовное дело. Ни разу не сказали о том, что с 5 марта он находится в федеральном розыске. Жан Запрутаның fikirine göre Gritsak'ın halkara kıdırığa ilan edilüğü ona karşı cinayi iş açılmasına yol verdi. Moskvada onu tutup yakaladılar. Buna beraber anasının maşinasını da tutup aldılar. Bu arabanın Gritsak ve cinayi işle alakası yok. На мой взгляд, два объяснения этому есть. Либо непрофессиональность судейского корпуса, полная безграмотность даже, я скажу, в чем я сомневаюсь. Либо обычные договоренности между кем-то и кем-то, соответственно, с одной стороны суд, с другой стороны неизвестно кто, о том, чтобы они принимали явные неправосудные решения. Вот это все в комплексе и говорит о том, что Грицак до сих пор находится в СИЗО, а дело по непонятным мне причинам до сих пор не в суде. Avgustun 17'sinde mahkeme toplaşığı devamında adliyeciler Krım Avtotrans'ın sabık müdirini Krım'ını terk etmemek esasında vesikanı imzalamağa teklif etti ya da belli bir miktarda pay vermek teklifi de seslendirildi. Toplaşığı 5 saat devam etti. Neticede mahkeme takkat tarafını aldı. Qabatlayıcı taraf ise hafta bulunub müddetini bir aya kadar devam ettirmek talabına çıktı. Esas sebep sanki Gritsak taqqattan gizlene bileyken, bundan da gayrı taqqatçılarga baskı da yapıla bile. Когда суд задал вопрос, почему вы не представили подтверждающие документы этим обстоятельствам, он ответил, что это мои личные доводы. Да? То есть он в этом убежден. То есть какие-то убедительные доказательства у него имеются, но представить их в суд их не может, потому что они реально и фактически отсутствуют. Malum olğanı gibi taqqat vekilleri Gritsak'ın qabat tanıganını istemekte.
От следователя нам были предложены предложения об изменении меры пресечения с заключения под стражу на даже подписку о невыезде. В этом случае Владислав Николаевич должен был признать свою вину и избирать особый порядок. Владислав Николаевич считает себя невиновным, защита аналогичным образом считает себя невиновным, поэтому признаваться в том, чего не совершали ради свободы, Владислав Николаевич не захотел. Adliyeciler mahkemecilerinin hareket tarzı, tabiat çizgilerini tenkit ettiler. Очень удивило, конечно, отношение суда к участникам процесса. Совершенно не уважают здесь ни адвокатов, ни прокуроров, ни следователей, ни зрителей в зале. А зал был полон народа. Объявляют перерыв в судебном заседании, в то же время продолжают рассматривать другие дела, гражданские, уголовные. Чтобы дождаться постановления, провели еще за дверью суда 2,5 часа, пока судья рассматривал другие ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей. Vladislav Gritsak'ın adliyecileri kararla razı olmayıp Kırım Yukarı Apellasyon Mahkemesi'ne ariza vermeye isteyirler. 2015 senesi fevral ayında Kırım Avtotrans'ın millileştiriliminden sonra da kelgen xadimlerge karşı cinayi işler açıldı. Bu sırada şirketin şimdiki müdürü Igor Semyonov ve Kırım Avtoservis şirketinin yol başçısı Igor Kolesnikov. Onlar büyük miqdarda para kırsızlığında şekleneler. Eğer de qabatları tanılsa, onlarga 6 yıl ceza müddeti verilebilir. Bu cinayi iş boyunca sabık nakliye naziri Anatoly Surkin de keçmekte. Lakin memur hazırda serbestlikte buluna. Hatta Sergey Aksionov'un məsləhətçisi vazifesini eda etti.